Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Лейсан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Своими силами не справляются. Надо более уверенными шагами привлекать малую механизацию, потому что дворников больше не станет. Станут ли чище улицы Казани? В сюжете Александры Севастьяновой. Пошли на запуск. В общем-то и непонятно, ради чего сделано. Вроде бы направление это изготовление правильно. Лифты надземных пешеходных переходов, которые все же поехали. Их готовность оценила Альбина Минибаева. Землю для строительства дали, а жить на ней нельзя. Их земельный участок подпадает под зону МДР. Почему о проблемах никто не предупреждал? Салават Мухаммадуллин. Как на масляной неделе в потолок блины летели. Все же готовят, все стараются как-то. Со встречи масленицы Альбина Габдуллина. Внимание к мировому опыту. Рустам Минниханов с рабочим визитом находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь сегодня завершилась международная оборонная выставка «Айдекс». Татарстан вновь представляет свою продукцию, а президент интересуется мировыми разработками. Особое внимание к грузовикам, конкурентам КАМАЗов, что в Абу-Даби уже успела увидеть татарстанская делегация. Альбина Асылгараева. Многотонная машина играюще маневрирует на скоростях, останавливается для позирования перед делегацией. Браво, чеканя шаг, выставку «Айдекс» открывают российские солдаты. Единственные не из Эмиратов. Честь участия в церемонии открытия выпала только представителям Российской Федерации. А далее прицел на экспозицию. Интерес нашей делегации вызвали новые образцы стрелкового оружия. В особенности отечественного производства концерна «Калашников». Особое внимание к грузовикам, конкурентам наших КАМАЗов. Оценивают не только снаружи, но и изнутри. Широко представлен на выставке и Татарстан. Здесь суда из Зеленодольского завода, вертолеты, КАМАЗы и радионавигационное оборудование. Оптическое оборудование военного назначения. Показательное выступление тоже традиционная часть выставки. Делегации из Татарстана увидела военные корабли в действии. Также Рустам Минниханов был впечатлен вездеходом амфибией «Викинг» и назвал ее лучшей машиной в мире в данном классе. Также в рамках выставки Рустам Минниханов провел ряд деловых встреч, в том числе и с наследным принцем Эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заед Аль-Нахайном. И уже по традиции визит Рустама Минниханова в Арабские Эмираты набирает лайки в Инстаграме. На фотографиях военная техника, военные корабли, живописные картины, а на видео показательное выступление. Далее президент республики направился в королевство Бахрейн для продолжения работы в составе российской делегации. Альбина Асылгараева, Марат Хусаинов, ТНВ, Объединенные Арабские Эмираты. Татарстанцы неправильно хранят оружие. 3000 человек привлекли к ответственности в прошлом году. Сейчас в республике зарегистрировано почти 50 тысяч владельцев оружия. Специалисты управления Росгвардии сегодня напомнили, что приобретение пистолетов и ружей налагает и большую ответственность. Главное нарушение – неправильное хранение и ношение, стрельба в неотведенном для этого месте и просроченная лицензия. Вспомнили и трагедию в Нижнекамске. Школьник выстрелил из пневматического пистолета в глаз своему однокласснику. И 3 дня назад мальчик скончался в больнице. Однако здесь проблема уже другая. Он не подпадает под действие федерального закона об оружии, и поэтому оружием вообще не считается. То есть фактически хозяйственная вещь какая-то, бытового, спортивного назначения. Упал, очнулся гипс. В Казани только за прошлые недели пострадали 75 человек. В графе «Виновный» один и тот же персонаж. Заснеженный тротуар. В службе «Открытая Казань» ящик переполнен. Больше 370 обращений с просьбами. Уберите улицы и почистите крыши от снега и наледи. Кто на самом деле сделал зиму травмоопасной и что с этим будут делать, дорогу к ответам попыталась расчистить Александра Севастьянова. Плохо, неудобно ходить, пожилым людям тем более. Радик Зинатуллин во время обеденного перерыва прибежал к матери, чтобы принести продукты. Заснеженные дороги пожилой женщине не по силам. Как выяснилось, снежную вину на улице Маяковского город, управляющая компания и жители делят поровну. Одни проезд не чистят и крыши, другие не следят за балконами. Тут еще и с жильцами надо самим работать, прям ходить поквартирно. Жильцы ведь у нас, знаете, народ какой. Вот пока не ткнешь носом, он этого не увидит, пока на бошку ему самому не упадет. И ведь
действительно упала, благо не на голову. Вот этот балкон со снежным навесом минутой ранее. Снег упал, пока мы писали интервью. Комки приземлились рядом с детской коляской Роксаны Мухарямовой. Девушка еле успела остановиться. Ну, конечно, испугалась, потому что мы гуляем здесь с ребенком. И это бывает довольно часто. Особенно на внешней стороне здания. Ну, не чистят снег с крыш. Обращалась в народный контроль, больше недели заявка в работе. Но этой самой работы не видно. Лишь предупреждающая табличка. Тем временем проходящий мимо нас мужчина не представился, но уверенно заявил, уже завтра снег уберут. А на этом участке дороги по улице Шамиля Усманова в этом году снег вообще не чистили ни разу, говорят местные жители. И сейчас здесь не то что пройти, даже проехать трудно. Дорога ужасная, не чистит, не убирает. Здесь вот даже молодому человеку пройти или девушке можно ногу переломать. Жалобы в службу «Открытая Казань» поступают регулярно. Только за прошлую неделю 371 заявка. По состоянию на сегодня в надлежащем состоянии находится 70% дворов. Работа будет продолжена до завершения. По дворам вы могли бы чуть поострее сказать. Вы цифру только назвали, что 70% дворов приведено в нормативное состояние. Нарекания есть и в общественную приемную, и звонят. И в целом по дворам видим, работа организована не на должном уровне. Отчитаться велено порайонно с обозначением проблем. Они для всех оказались общими. В избытке припаркованные в дворах машины, в недостатке рабочие руки. Дворников на всех не хватает. Надо более уверенными шагами привлекать лизинговые схемы, малую механизацию, потому что дворников больше не станет. Раскидать снег Ильсур Медшин велел до конца недели. Разбираться будут и с водителями, препятствующими уборке. Мэр поручил главам районов чаще ходить пешком и общаться со старшими по дому. Ранее Минстрой Татарстана предложил создать специальную комиссию для контроля уборки снега с крыш зданий. Александр Севастьянов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. 45 лифтов, надземных пешеходов и ни один не работает. Таковы итоги последнего мониторинга татарстанского отделения Общероссийского народного фронта. Некоторые подъемники обезображены вандалами, другие просто не поставлены на баланс обслуживающей организации. Альбина Минибаева прошлась по пешеходным переходам и проехалась в лифтах, которые все же заработали. Нет, он не работает. Его поставили, он не работал. Эта лестница словно преграда. Анна Чернова с дочерью и коляской ежедневно пользуются пешеходным переходом на проспекте Победы. Лифт им не помощник, он не работает. Обнадеживает лишь записка о том, что в ближайшее время поломка будет устранена. Правда, пешеходы даже не помнят, чтобы он хоть раз работал. То ли денег не хватило, чтобы их запустили, то ли еще что-то, то ли каких-то деталей не хватает. Они по всему городу не работают. В общем-то и непонятно, ради чего сделано. Вроде бы направление это изготовление правильно, но доступа для нуждающихся они, по-моему, не имеют. На проспекте Победы самое большое количество надземок с лифтами. В начале февраля и на них покататься решили представители Общероссийского народного фронта. Не получилось. Где-то оба подъемника не функционировали, где-то работал лишь один. Ситуацию с мертвыми лифтами представили президенту. И только после этого местами механизмы заработали. Переход на перекрестке проспекта Победы и Глушко. Дорога здесь, кстати, не самая идеальная для людей с колясками, но здесь же важно, работают ли те самые лифты. Дверь, по крайней мере, открывается, заходим. И то хорошо. Итак, сможем ли сказать то самое заветное? Поехали. Ура! Едем. Второй лифт того же самого перехода. И посмотрим, могу ли я сказать своему оператору «до свидания». Вот, с дверьми здесь проблема, конечно, но вниз, поехали. После тест-драйва ОНФ составлена дорожная карта по устранению дефектов. Однако подрядчик, а это компания «Венец Плюс», из графика уже выбилась на остановке Ветакадемия. Лифты здесь должны были запуститься к 17 февраля. Но до сих пор только осколки стекол. Дозвониться до подрядчика – проблема. Я ни разу не видел, чтобы им пользовались. А обычно он вот так закрытый, что-нибудь еще тут разбито бывает. Обслуживающие организации, как правило, жалуются на вандалов, но вот некоторые лифты так ни разу и не запустились. Нет контракта на обслуживание и даже подключение к электричеству. Основной причиной это является непосредственно вандализм. Это небережное отношение людей к имуществу. Есть такие на сегодняшний день лифты непосредственно, да, подъемные, которые не поставлены на баланс города, которые не закреплены.
за подведомственными организациями, которые должны следить за техническим состоянием. Почему некоторые лифты исполком не передал на баланс подрядчиков, а там, где передал, почему нет спроса? Ведь город выделяет бюджетные деньги на их обслуживание. Эти и другие вопросы мы адресовали исполкому Казани. Видимо, они оказались настолько неожиданными и сложными, что сегодня остались без ответа. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Конец засухи. Больше 1,5 месяцев пенсионерка из Чистополя была вынуждена обходиться без тепла и воды. Без элементарных коммуникаций Лариса Салеева заставляла дом тазиками со снегом и льдом. Это был единственный способ получить хотя бы немного влаги. Проблема решилась на днях, спустя 2 недели после выхода в эфир нашего сюжета о проблеме целого дома по улице Ленина. На смену аварийному 42-летнему водопроводу здесь установили новый. Вода у меня в доме бело-голубая. Давление небывало быстро и хорошо идет. А вам я, ребята, низкий поклон до земли. Держитесь. Вы молодцы. Вы как военные у нас. Земля есть, а строить нельзя. С такой проблемой столкнулась многодетная семья Кудановых из Альметьевского района. Выделенный по федеральной программе им участок оказался никому не нужным. Вдоль него проходит газовая магистраль. Почему при получении земли об этом семью никто не предупреждал? И что теперь делать с участком вдоль объекта повышенной опасности, разбирался Салават Мухаммадуллин. Вот там, где вон те дальние, самые высоковольтные линии, их даже отсюда и не видно. За невиданными полями и высокими столбами расположился участок семьи Кудановых. Зимой не пройти, не проехать, хотя сейчас его владельцев это беспокоит меньше всего. Как раз вот где наши участки, там порядка 30 участков, которые попадают в эту зону. Газовую. Да, там, получается, их 3 проходят даже. Участок они получили как многодетная семья 3 года назад. Тогда о газовых магистралях никто не говорил. Подсчитав доходы и поняв, что строить дом на пустыре финансов не хватает, решили продать землю. С оформлением документов проблем не возникло, и новые хозяева уже прикидывали размеры нового дома, но не тут-то было. Выяснилось, что строить на земле нельзя. Рядом газовая труба. Новые хозяева поспешили расторгнуть договор и попросили вернуть им 370 тысяч рублей. Опять будет новая волокита, опять собирать всю документацию на детей, в органы опеки обращаться, получать разрешение, потом разрешение получишь, продаешь этот участок или меняешь. Когда поменяешь, также надо будет эти 370 тысяч разделить на равные доли и положить детям на счет. Откуда их взять? Ведь вопросы не возникали не только при оформлении, но и при продаже. Кудановы теперь недоумевают, почему крайними в этой ситуации оказались они. Как им выдали участок там, где строить изначально было нельзя. За ответом мы отправились в исполком района. Однако ответ получился более чем формальным. Сегодня мы этим вопросом занимаемся, он у нас на контроле. Будем, соответственно, решать. Сегодня мы обратились и в компанию «Газпром Трансгаз Казань». Здесь сообщили, что в Альметьевске должны были знать о наличии магистрали на этом участке. Информацию отправляли еще в 2000-е. Услышав это, в Альметьевске стали разговорчивее и предпочли ответственность приложить на газовиков. Закон, который предусматривает регистрацию зон, охранных зон и зон МДР. Мы получаем согласование, то есть либо топосъемку делаем, после этого представляем. Получается, тогда, в 2014-м, этого сделано не было. Я не могу сказать. Я не знаю. А кто знает? Возможно, собственники не зарегистрировали, и топосъемка это не показала. Мы не знаем вот всю суть. Так в чем же причина? Это несогласованность действий 2 структур или попытка быстрее отчитаться о выполнении программы. Сейчас в Альметьевске обещают подыскать новый участок для семьи Кудановых. Мы будем следить за этой историей. Салават Мухаммадуллин, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Альметьевский район. Со своей проблемой семья Кудановых обратилась в нашу службу новостей. Если вам есть что рассказать и чем поделиться, звоните к нам. Телефон редакции 570 50 17. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Нужно ли уезжать? Всегда стояли на сквозняках, добирались очень трудно. Менделеевский район в конце республиканского рейтинга. Из места, куда открыты все пути. Рамиль Шайдуллин. Как на масляной неделе в потолок блины летели. Все же готовят, все стараются как-то. Со встречи масленицы Альбина Габдуллина.
75-летие разгрома советской армии и фашистских войск под Сталинградом будут праздновать в следующем году в России. Указ подписал президент Владимир Путин. Также глава государства распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования памятной даты. Его председателем, согласно указу, назначен заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Первые рейсы за полцены. Сегодня в Менделеевске открылся новый автовокзал. Вместе с этим восстановили маршруты, не проходившие через город аж с 2011 года. Позже не только транспортный вопрос, но и другие актуальные темы обсудили на сессии района. Проблем оказался больше, чем успехов. По каким показателям Менделеевск попал на низшие позиции рейтинговой таблицы? Рамиль Шайдуллин. Оковы пали, на свет вновь появились автобусные маршруты. Многие годы без автовокзала менделеевцы были вынуждены выезжать и приезжать на попутках. Всегда страдали, стояли на сквозняках, добирались очень трудно. Теперь на автобусах менделеевцы смогут ездить даже за рубеж, однако открывающий рейс самый востребованный – в столицу. Отправление будет в 9:40, за 10 минут посадка. До Казани за 200 рублей. В первые дни билеты за полцены. Добраться прямиком из Менделеевска уже сегодня можно до Кирова и Ижевска. Чуть позже до Самары, Перми, Уфы и Москвы. Результат 6-летнего томления. В 2011 году как закрыли автовокзал, так и не было. И всегда эта проблема выставлялась одной из самых важных для города. Не менее актуально здравоохранение. По эффективности Менделеевский входит в половину отстающих районов. 23-й из 45. Каждый второй медик не квалифицирован. В настоящий момент в медицине работают 48 врачей. Дефицит врачебных кадров составляет 54%. Есть показатели и ниже. За сельским хозяйством точно не досмотрели. К знаковой дате район дошел на самых низких позициях рейтинговой таблицы. Четвертым с конца муниципалитет готовится встречать полувековой юбилей. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Аюбов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Менделеевский район. Негативный информационный фонд вокруг банков Татарстана обретает новый масштаб. Появились объявления в ряде медучреждений и организаций сферы ЖКХ, что там нельзя расплатиться картами нескольких банков. Мы решили выяснить, что же происходит, и провели свое расследование. Уважаемые посетители, в связи с техническими проблемами мы не принимаем к оплате карты следующих банков. Фото этого объявления нашей редакции предоставил клиент одного из банков. Этот человек сниматься отказался, но заявил, что с таким отказом столкнулся в стоматологии на улице Сибгата Хакима. Мы отправились туда, чтобы узнать, что же происходит. К нашему визиту никакого объявления там не было, и нам заявили, что никаких ограничений нет. Как говорят встреченные нами клиенты татарстанских банков, они с подобными ограничениями не сталкивались и верят, что с их банками ничего не случится. Все нормально, да, везде принимают, рассчитываюсь в магазинах. У меня все нормально, да. Наверное, все будет хорошо. Как говорят эксперты, если такие объявления появляются, то это результат слухов, а за ними зачастую стоят конкуренты. А слухи, они имеют свойство расти в геометрической прогрессии. Но если было бы другое, то другое формальное, значит, или формальная основа, это вообще как бы принять решение о санации, банкротстве банка и так далее. Вот в этом случае, да, может быть, введен соответствующее ограничение на использование карточек, но этого же нет. Как правило, такие слухи распускаются конкурентами, потому что в любом случае, если проблемы возникают в одном банке, и клиенты начинают уходить из этого банка, то они приходят в соседние банки. И в последнее время мы наблюдаем в Республике Татарстан именно такую ситуацию. Клиентам в таких случаях советуют не поддаваться панике и уточнить информацию в официальных отделениях банков. При этом возникает вопрос, не пора ли в эту ситуацию с негативным информационным фоном вмешаться правоохранительным органам и Национальному банку. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Временную администрацию назначил Центробанк в Тимирбанке и Советские. Функции возложены на агентство по страхованию вкладов для предупреждения банкротства банков. Главной задачей временной администрации – обследование финансового положения этих двух банков. Аналогичное сообщение было опубликовано и по поводу банка Советский. Сегодня в Казани закрывается 35-й международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. По традиции, один из культурных брендов республики завершается зрелищным гала-концертом. Самые яркие участники, оперные хиты и сюрпризы. Елена Новгородцева сейчас в оперном театре. Елена, добрый вечер. Что же приготовили нам организаторы?
Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Лейсан. Дело в том, что вот прямо сейчас мы находимся на втором ярусе в оперном театре. Дело в том, что антракт по традиции Шаляпинский фестиваль закрывается 2 гала-концертами. Вчера был один вечер, сегодня второй вечер. И, собственно, все они проходят с ошеломляющим успехом. Целая россыпь звезд отечественной и мировой оперной сцен. И я хочу сказать о том, что зритель нехотя отпускает солистов просто с великолепными овациями. Вот что, кстати, говорит по поводу сегодняшнего вечера, гала-концерта, его режиссер Светлана Смирнова. 70% вот этого концерта мне удалось избежать каких-то штампов таких, которые повторяются из года в год, такие как «Застольная», но все-таки без определенных шлягеров, которые публика любит, которые знает, такие как песенка Герцога, такие как «Болеро Елена», такие как «Сигидили Кармен», избежать этого невозможно. Что касается Светланы Смирновой, именно она сказала о том, что все-таки на этот фестиваль, на этот гала-концерт все-таки удалось внести нечто новое. Что касается визуальных эффектов, все просто, но настолько очень стильно и эффектно. Детали просто ошеломляют. И, конечно, не обошлось и без видеоинсталляций. Сзади меняются картинки образов Федора Ивановича Шаляпина. Итак, на сцене уже всеми проверенные оперные солисты, звезды, так и другие, те, кто впервые для себя открыл казанскую сцену. Конечно же, не обошлось без Михаила Казакова, Ахмеда Агади, Елены Максимовой и многих-многих других. Дирижеры Марко Боэми и Михаил Грановский, ведущий вечера, народный артист Республики Татарстан Эдуард Трескин. Я напомню, что 35-й нынешний фестиваль открылся громкой премьерой «Пиковая дама» Чайковского, постановка Юрия Александрова. Но что касается следующего фестиваля, 36-го, дело в том, что он тоже будет громким, поскольку все будут отмечать 145-летие Федора Ивановича Шаляпина. Чем откроется форум на следующий год? Конечно же, все это держится в строжайшей тайне, но мы узнали, что, скорее всего, он откроется мировой оперной постановкой. На этом у меня все, Лейсан. Спасибо, коллега. Это была Елена Новгородцева. Закрытие Шаляпинского фестиваля. В Татарстан пришла Масленица. Это последняя неделя перед Великим постом. Начало Масленицы традиционно называют Днем встреч. Встречают этот праздник не только в кругу семьи. Во всех кафе и ресторанах уже приготовлено новое меню. Об особенностях православного праздника, но с татарским колоритом, Альбина Габдуллина. Шипящий звук раскаленной сковороды и запах свежеприготовленных блинов. Все это масленица. Назира Мутбаева привычным жестом справляется с целой кастрюлей теста. В ее семье к празднику относятся уважительно. У блинов нет национальности, говорит женщина. Каждый народ все по-своему пекут. А блины, по-моему, все и русские, и татары, и евреи. Первый день Масленицы встречает не только домашними блинами. Во всех кафе и ресторанах праздничное меню. Одна из особенностей Масленицы в Татарстане – это традиционный каймак – оладья. Оно схоже по составу, но совсем отличается от привычных блинов. Готовят блюдо в раскаленной печи. Мы даем предпочтение печь, которая топится на дровах, а не так, вот как в последнее время уже привыкли на газу, на плите. Выпекает каймак, как и блины, с двух сторон. На приготовление одной партии в среднем уходит от 5 до 7 минут. На кухне, как известно, свои законы. Вот мне дали фартук. Сейчас я буду заниматься самой ответственной частью. Буду вытаскивать готовые оладьи из печи. Они у нас уже подрумянились. Осталось их только вытащить. Ой, тяжело. Наши оладьи идеально пропеклись и готовы к употреблению. А в это время на другом конце города для детей организовали целое представление со скоморохами и Бабой-Ягой. Напомню, что праздничные гуляния будут продолжаться до 26 февраля, прощенного воскресенья. Альбина Габдуллина, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Вину признал, но частично Верховный суд Татарстана вынес приговор Юрию Тамкову за поджог своей сожительницы. Чем обернулось для него убийство с особой жестокостью, узнаете через несколько минут. А все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании. О деловых новостях республики прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее выпуски спорта и прогноз погоды. До свидания.
25 февраля. Пирамида. Звезды татарской эстрады. Хания Фархи, Ришат Тухватуллин, Зайнаб Фархидинова, Зуфар Билалов, Филюс Кагиров и многие другие на вручении 4-й национальной музыкальной премии «Болгар Радиусы». Не пропусти самое яркое шоу года. Для лиц старше 6 лет. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Только в феврале. Лада Веста с выгодой до 56 900. Лада Гранта до 87 900. И Лада X-Ray до 109 900. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». Акция только в феврале. Газобетонные блоки по 2 800 рублей кубический метр и кирпич по 8,24 рубля штука. Хранение до конца мая бесплатно. Закончилась гарантия? Это к выгодному сервису. В феврале комплексная диагностика для автомобилей Toyota, Nissan, Mazda 350 рублей. Мойка в подарок. Sky Service. Сеть сервисных центров по ремонту автомобилей различных марок. 235 35 55. Выгодная ипотека 9,9% на квартиры в жилом комплексе «Гармония», дом 1. Телефон офиса продаж 843 233 0303. Живите в гармонии. Ценопад в санатории Васильевский. Скидки 30% на вторую путевку и подарки на праздничные дни. Питание по системе «Шведский стол». Санаторий Васильевский. 22 66 770. Вау, рассрочка на все шубы и дубленки. Без первого взноса, без процентов, на 2 года. Приходи без денег, уходи с шубой. Белка, Татарстан 7. Данила Мастер. Портрет на памятник бесплатно. 202 38 32. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Битва двух республик, двух тренеров и двух непримиримых соперников. Самое зрелищное дерби плей-офф стартует в Казани. Акбарс и Салават Юлаев уже в первом круге Кубка Гагарина сразятся между собой. Сегодня казанцы провели открытую для СМИ тренировку. Состав Акбарса на кубковые матчи определен. Место в воротах изначально займет Эмиль Гарипов. А кто выйдет на лед в стартовой пятерке, узнаем непосредственно перед играми. Напомним, что в регулярном чемпионате Салават Юлаев трижды одолел казанцев. Допускать прежние ошибки в плей-офф непозволительно. Встречи пройдут в Татнефть-арене 22 и 24 февраля. Прямые трансляции по традиции смотрите на нашем телеканале. Сами понимаете, плей-офф совсем другая игра, нерегулярная. Здесь уже совсем мало нужно допускать ошибок, будет до ошибки. И каждая ошибка – это цена победы или поражения. Я считаю, что мы в нормальной форме и ребята готовы. Вот, то, что касается травм, они неизбежны, поэтому надо быть готовыми всегда. Волейбольный «Зенит» продолжает победную серию в чемпионате России. Команда в 4 партиях обыграла ближайшего преследователя «Динамо». Это уже 20-й выигрыш казанцев в 20 встречах турнира. Подопечным Владимира Олекна теперь достаточно выиграть 3 из оставшихся 6 матчей чемпионата, чтобы напрямую выйти в финал 6. В Москве наши ребята уступили только в дебютном сете. Остальные партии прошли под диктовку «Зенита». Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 21 очко. В следующем туре 25 февраля казанцы дома примут новосибирский «Локомотив», занимающий 3-е место. Игра была примерно равная во всех компонентах. И прием был, подача, блок, защита. Все было. Выиграть за счет только команды сегодня. И в завершение новости бадминтона. Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы. Турнир прошел в польском городе Люблин. В составе нашей дружины выступили лидеры сборной Татарстана, студенты Поволжской академии Анатолий Ярцев и Евгения Косецкая. Серебряную медаль европейских стартов они завоевали впервые в своей истории. Сенсационной стала победа российской команды над сборной Англии в полуфинале чемпионата и попадание в финал, где нам противостояли безоговорочные лидеры соревнований – команда Дании. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде через минуту, а пока вашему вниманию полезная информация. Боль в суставах и позвоночнике не только ограничивает движение, она ограничивает жизнь. Магнитотерапевтический аппарат «Алмак-01» дает возможность остановить болезнь и вернуть суставам былую подвижность. Купите в феврале «Алмак-01» по сниженной цене в аптеках города.
Долгожданная акция. С 13 по 26 февраля снижаем цену на Алмак-01. В аптеках 36,6 отличная и аптеках низких цен. Спешите, количество товара ограничено. А теперь поговорим о погоде. Несмотря на то, что до конца календарной зимы еще целая неделя, погода уже больше напоминает весеннюю. И в предстоящие сутки будет довольно тепло, ожидаются осадки. На юго-востоке Татарстана облачно, временами со снегом, ночью -1, днем же около 0 градусов. На северо-востоке облачно, небольшой снег. Ночные и дневные температуры сравняются и составят +1 градус. На севере республики ожидается снег, местами сильный, ночью будет около 0 градусов, днем же +1. На северо-западе пройдет снег, днем местами сильный. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит около 1 градуса тепла. На юго-западе облачно, преимущественно без осадков. Ночью 0, днем же +1 градус. В центральном районе республики существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы составит около 0 градусов, а днем же будет до +1 градуса. В последующие сутки теплая погода сохранится. Ожидаются осадки в виде дождя и снега. В предстоящие сутки в Казани ожидается снег. Температура воздуха в ночные и дневные часы составит от 0 до 2 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.